Здесь родился во Франции. Ça va? Ça va? Spectacle bien? Bon? Oui. Английская баста. Ah, тоже. Speak English? What is your name? Оксана. Oksana. Oh, Oksana. What is your name? Huh? Григорий. Григорий. What is your name? What is your name? Стефан. Ой, стеснительный какой. Окей. Родители моего отца приехали с юга России, с юга, из Ростова-на-Дону. Он родился здесь, во Франции. Его родители приехали сюда в 1929 году. До Франции они жили в Турции, Болгарии и Югославии. Они эмигрировали? Да, это была эмиграция, но не политическая. Мы просто хотели жить свободно, понимаете? А кто вы по профессии? Я закройщик одежды. Но я умею делать все, и я могу работать везде. Прежде всего, я умею делать деньги. А у вас есть ностальгия по России? Нет, это скорее не ностальгия, а просто желание найти свои корни. Понимаете? Я, например, так чувствую. А вы в первый раз видите бурятские танцы? Да, бурятские в первый раз. Мы видели только калмыцкие. И мы прочитали статью в газете о бурятском ансамбле и специально приехали на концерт из другого города. Эти танцы вам близки? Да, некоторые, но не все. Костюмы близки, но в танцах и в музыке не все. Много смешанного. Менерни, Кантор. Игорь. Кантору. Контору в Игорь. В общем, контор заводок Игорь. Наш разговор происходил на смеси английского, французского, русского и диалекта монгольского. Наш собеседник женат на француженке. Его зять украинско-калмыцких кровей преподает в университете США, а трое внуков уже 4-е поколение эмиграции. Мы смотрели на них с любопытством, искали ностальгию в глазах взрослых и на все лады задавали один и тот же вопрос: как вам живется во Франции? А вы счастливы? Сейчас у меня опоздание. Я не могу думать, живут на Сибири, на Монголии. Почему? Опоздание. Я старый человек сейчас. А когда, как маленький, я думал, я на все моменты, я думал, живет там. А вы что-нибудь знаете о Бурятии? Буряту, Монголу, это... А вы знаете? Я знаю. А столица Бурятии Улан-Удэ знаете? Да, я знаю. А что? Ну, как это, положение, не... Как это, деньги нету. Все, концерт не Нет, нет, конечно. Ностальгия по родине началась скорее у нас, транзитных гостей Франции. Но с надеждой на благополучное возвращение на берега Байкала мы увидели во Франции еще много интересного и поучительного. Деревни составляют эмблему Франции. Это своеобразное лицо нации. Корни страны – это предки-крестьяне. Современные города и нравы о своеобразии сохраняют деревни, каждая со своей уникальной архитектурой центром, ратушей и мэрией, которые обязательно имеют многовековую историю. Каждый дом рассказывает о жизни своих обитателей, от средневековых дворян и ремесленников до современных жителей. Сегодня, чем старше дом, тем он привлекательнее для француза и, соответственно, дороже. Заколоченные окна, покинутые деревни – такого во Франции не встретишь. И хотя по статистике наблюдается некоторый исход из деревень, французская провинция процветает. Появился даже новый термин – рурбанизация. Многие предпочитают работать в городе, но жить в своем доме в деревне. Любовь к старине французы возводят в культ.
политическое значение по своей важности имеет для них дело сохранения исторических центров городов и деревень, как дань уважения своей истории. И это дело не отдано на милость случаю. В 1962 году приказ Министерства культуры Франции окончательно остановил разрушение старинных кварталов. Центр каждого города и деревни является историческим памятником и находится под охраной государства. Французы не были бы французами, если бы не относились бережно к своей истории и культуре.